Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. О реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в столице региона и не только. Мы будем говорить сегодня с первым заместителем главы города Якутска по развитию территорий Евгением Григорьевым. Евгений Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер, Иван. Здравствуйте. Ну, год заканчивается, это самое время подводить его итоги. Давайте поговорим вначале о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе Якутске. Какие дороги были введены и сколько было на это выделено средств? Собственно говоря, все 27 дорог, которые мы планировали закончить в текущем году, мы закончили. Работы приняты. Значит, деньги все уплачены. Освоение у нас федеральных и республиканских местных средств 100%. И, значит, все дороги приняты. Общая протяженность у нас состоит 23 километра 558 метров. Значит, и по работам у нас по деньгам порядка 1 миллиарда 654 миллионов рублей. Значит, по каждой улице, наверное, мы проходиться не будет смысла. Вот все объекты, которые должны были быть приняты, 27 улиц мы закончили, отремонтировали, построили, реконструировали где надо, и, значит, все работы приняты. Ну, естественно, всех горожан волнует, как будет продолжена реализация этого нацпроекта в следующем году, какие мероприятия запланированы. Так, у нас на 2021 год масштабная задача. Мы готовимся к столетию Якутской АССР. У нас на текущий день по паспорту 26,5 километров. Значит, это 18 объектов. Из них у нас есть объекты нового строительства. Мы строим подъездные дороги к участкам, предоставленным для многодетных семей в селе Тулагина и в селе Табага. Значит, у нас есть реконструкция. Значит, это улица Нагорная, Кангаласы. Это улица Винокурова и улица Можайского. Реконструкция, это значит, будет изменяться категория дороги. То есть, например, на Можайского мы с двухполосной дороги будем делать четырехполосное расширение. Будет от рынка Белое озеро до Стеллы на улице Строда. Значит, у нас также запланирован капитальный ремонт. Капитальный ремонт у нас затронет, докончим окружное шоссе, которое начатое в этом году, двухгодичный объект. Значит, сдадим его в следующем году в полном объеме 4 километра 200. Значит, у нас начнется и капитальный ремонт улицы Бабушкина. Значит, у нас будет капитальный ремонт улицы Пирогова, капитальный ремонт улицы Ильминской. Значит, и начнется поистине эпохальное событие для нашего города. Это капитальный ремонт проспекта Ленина. Значит, ремонтом мы пройдемся по улицам Жуковского, Авиаторов, по пригородам Николаева, улица Тулагина. Ну и, значит, большой ремонт нас ожидает в Мархе, улица Советская, улица Олега Кошевого. Значит, и большое событие мы свяжем ДСК с птицефабрикой. Значит, заасфальтируем улицу Ивана Кульбертинова. В центральной части города отремонтируем улицу Халтурина на участке от Кальвицы до Лермонтова. Общий показатель в итоге составит 26 километров 580 метров. Действительно, реконструкция проспекта Ленина – это глобальное, долгожданное мероприятие. Объект не просто протяженный, он еще и технически сложный. Скажите, какие работы будут проведены в ближайшем 2021 году на этой улице? Да, значит, у нас этапность строительства проспекта Ленина разделена на 2 этапа. Мы начнем сейчас работу по первому этапу. Первый этап – это от улицы, от здания Лорпа до улицы Кулаковского. Этот промежуток мы будем ремонтировать в течение 2 лет, чтобы к 2022 году в полном объеме его сдать для празднования столетия Якутской ССР, нашей республики. Значит, у нас на следующий год мы проведем подготовительные работы, демонтажные работы, большой пул работ. К слову, он сейчас идет по выносу инженерных коммуникаций. Сегодня идет ремонт колодцев к канализационному коллектору, который расположен прямо под проспектом Ленина.
Значит, будет произведена часть строительно-монтажных работ по замене грунтов основания дорожной одежды. Значит, будут устроены тротуары и ремонт общественных пространств, будет устройство уличного освещения, ну и элементы благоустройства. Значит, мы должны максимально подготовить, чтобы в 2022 году, когда все инженерные сети будут отремонтированы, значит, тротуары сделаны, заасфальтировать уже первый участок. Второй участок, второй этап у нас это два хвоста, которые пойдут от Лорпа до Хабарова и, значит, от Кулаковского до Красноярова. Общая протяженность в итоге по проспекту Ленина порядка 2 километров 900 метров. Значит, в целом четырехполосная дорога, как и была, так и останется. Мы, значит, добавим с двух сторон велопешеходную дорожку шириной 2 метра для того, чтобы велосипедное движение у нас в городе развивалось. Оно, в принципе, уже много любителей велосипедов, и в летнее время, я считаю, это уже полноценным транспортом личным для передвижения по нашему городу. Мы должны делать его удобным в этом плане. Ну и, в принципе, если кратко сказать, что проспект Ленина мы преобразим. Уже сегодня есть понимание того, что будут реконструированы 4 общественных пространства. Значит, мы отремонтируем сквер Ивана Крафта, площадь Дружбы, сквер академика Ларионова. Значит, и вот сквер Московский, он станет IT-сквером совместно с предложениями Ростелекома. Плюс к этому, значит, мы понимаем то, что коснется изменения всех малых архитектурных форм, которые по проспекту: скамейки, остановки, теплые остановки, все будет в едином стиле, одинаково будут посажены многолетние растения. Будет вот, событийное большое новое для нашего города. Мы избавимся от проводов. Все провода будут, значит, уложены, значит, в кабель-каналы. Будет выстроена специальная канализация для проводов, которые в итоге будет эффект чистого неба над проспектом Ленина. Вот, значит, и от фасада до фасада мы здание, ну, от фасада здания до фасада здания все благоустройство, вся плитка у нас будет гранитная, бордюры гранитные. То есть мы получим лицо нашей республики. Отличные новости. Но кроме дорог, не меньше волнует жителей вопрос парковок в городе. Скажите, какие решения принимаются по данному вопросу? Так, ну да, в целом у нас задача по парковкам, наверное, в принципе стоит отдельным особняком. Мало того, что, значит, у нас по уровню автомобилизации город Якутск ежедневно растет. Уже сегодня более 120 тысяч автомобилей зарегистрировано на территории городского округа. Значит, и в связи с этим мы в этом году получили документ, называющийся комплексной схемой организации дорожного движения. Этот документ предусматривает для себя схему организации парковок на территории города Якутска. Мы, отталкиваясь от этого документа, будем, значит, применять его при реконструкции улично-дорожной сети, при реконструкциях и строительствах в рамках трехлетия благоустройства. Ну и отдельно будем стимулировать застройщиков для строительства паркингов, в том числе, значит, в рамках договоров развития застроенной территории и комплексного устойчивого развития территории. Ну и к другим темам. В столице строится новый парк Победы, очень важный объект. Какие работы были проведены в этом году? Да, в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне мы в Якутске было начато действительно очень значимое мероприятие строительства нашего парка Победы. Здесь бы, пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить всех граждан и юридических лиц, которые приняли участие в формировании нашего фонда Победы 75 лет. В этом году мы из 3 источников провели большую работу. Значит, мы в рамках, значит, муниципального бюджета выделили 20 миллионов рублей. У нас в рамках пожертвований порядка 10 миллионов рублей было среди спонсорской помощи. Значит, и эти деньги были направлены на первый этап, на первую очередь первого этапа. А вообще строительство парка мы разделили на 2 этапа. Значит, мы в этом году занимались первой частью первого этапа. Мы построили в рамках работы текущего года, мы установили, значит, стеллу 75 лет Победы, открытие которой было этой осенью. Мы, значит, сделали
наружное освещение, 26 светильников. Мы сделали центральную площадь, выложили ее плиткой, сделали, значит, постамент под будущий памятник, значит, и сделали, значит, малые архитектурные формы, скамейки, урны. Плюс к этому, благодаря совместной работе с управлением архитектуры при главе республики, мы удалось разместить памятник великому сыну Якутии Ивану Николаевичу Кубертинову, снайперу. И у нас там стоит заслуженно памятник его имени. Значит, вот такая работа проведена у нас в 2020 году. Ну и, значит, у нас на 2021 год уже сегодня, вчера, вторым чтением бюджета было утверждено финансирование в размере 58 миллионов рублей на строительство второй очереди первого этапа. И мы ей закончим вот первый этап. И задача такая, чтобы к осени этого года граждане Гагаринского округа, ну и в целом, значит, всего города могли приехать в этот парк, посетить фудкорт, значит, сходить на воркаут-площадку, на детскую площадку, значит, и посмотреть на концертной сцене, значит, какие-то мероприятия проводить, чтобы полноценно уже парк начал работать. А уже к 2022 году, к столетию республики, мы сделаем велокаркас, велодорожки там, сделаем гриль-зону, сделаем веревочный парк. Ну, будет лучше, наверное, по включению, значит, всяких форм активности парка в городе Якутске. Надеемся на это. Было бы, конечно, очень здорово. Также в Якутске объявлено очень важное и нужное мероприятие. Это трехлетие благоустройства и озеленения. Расскажите, пожалуйста, подробнее, какие мероприятия запланированы на 2011 год в рамках этого трехлетия. Да, значит, смотрите, какой подход. Нам очень крупно повезло, что город Якутск является участником в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За 2 года нам удалось отремонтировать 50 километров. На будущий год в планах стоит 26. Плюс еще, значит, сейчас идут обсуждения и формирование списка по дополнительным улицам в 20 километрах. То есть, по большому счету, у нас есть шанс к следующему году уже отремонтировать порядка 100 километров дорог по городу Якутску. К 2024 году этот показатель будет 205 километров. Исходя из этого, 85% дорог в городе будет в нормативном состоянии. Соответственно, к этому моменту, к 2024 году, нужно сделать максимально большое количество работы и усилий для того, чтобы параллельно подтянуть, значит, дворовые территории, внутриквартальные проезды, чтобы мы в 2024 году резко могли ощутить изменения уровня благоустройства и качества в городе Якутске. Поэтому была инициирована трехлетняя программа. Мы 3 года будем точечно работать по направлению благоустройства. Значит, это дворовые территории, значит, это в рамках формирования современной городской среды. Это, значит, связанные с освещением, значит, работы, связанные с разработкой схемы ливневой канализации. Значит, это благоустройство ТОСов, значит, и обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов. По-простому говоря, мы должны навести порядок в дворовых территориях. Значит, выбранные по муниципальной программе 98 дворов, мы сегодня в еженедельном режиме ведем штабную работу по определению перечня работ, перечня спортивных площадок. Наша задача, чтобы город стал удобным для молодежи, вышел, занялся спортом, мамы вышли с детьми во двор. Значит, новая площадка, заасфальтированные нормальные дворы и хорошие дороги, чтобы город был комфортным. Сегодня мы, как город Якутск, конкурируем со всеми другими городами, чтобы жители оставались жить у нас. Это тренд современного мира. Мы должны становиться из года в год удобнее для нас, для горожан. Ну и это очень приятное занятие, мне это самому нравится. Мы обустраиваем наш общий дом. Приятная задача. Евгений Николаевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Я желаю вам всего доброго и с наступающим Новым годом. Спасибо, Иван. Вас тоже с наступающим. Всех горожан тоже поздравляю с наступающим годом. Счастья, здоровья, берегите друг друга.
Это была программа «Актуальное интервью», но реализация национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» и благоустройстве столицы мы говорили сегодня с первым заместителем главы города Якутска по развитию территорий Евгением Григорьевым. Берегите себя в общественных местах, обязательно носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию и как можно чаще дезинфицируйте руки. До встречи в эфире.